В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска озвучу самые заметные события уходящего дня. В Якутии отметили День Конституции Российской Федерации. Расскажем, какие мероприятия прошли в Якутске и Нерюнгри. Рейд по выявлению безнадзорных животных в городе Алдане проходит регулярно, однако их эффективность очень низкая. Подробнее о проблеме. Волчатники обеспечат безопасность жителей Мирнинского района от набегов хищников. Об этом и не только в подборке новостей Мирнинского района. 3 фильма, 3 реальные истории из зоны СВО. В Якутске проходит фестиваль «Кино на службе Отечеству». Самая титулованная баскетболистка Анна Лужковцева провела семинары для юных спортсменов Якутска, чему она учила ребят. В Якутске отметили День Конституции России, посвятив мероприятие 30-летию избирательной системы республики. На форуме «Конституция. Правовой фундамент России. 30 лет современной избирательной системе Якутии» презентовали 2 книги, посвященные этому юбилею. 30 лет избирательной системе современной России и Якутии и 30 лет государственной автоматизированной системе Российской Федерации. Выборы в Республике Саха. История в лицах. Обе книги подробно освещают историю избирательного процесса, включая 30-летие создания ключевой системы госвыборов. Ощущаем ту необходимость, которая была поднята руководством нашей страны о внесении тех соответствующих фундаментальных основ, которые сегодня являются основой Конституции. Это, в первую очередь, безусловно, историческая преемственность, моральные устои нашего общества, основные социальные и правовые гарантии прав граждан нашей страны, баланс всех ветвей власти. В Большом зале заседаний Нерюнгринской районной администрации также прошло мероприятие, посвященное Дню Конституции России. В торжественной обстановке глава района за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых операций по защите Отечества, вручил государственную награду «Медаль за храбрость» 2-й степени нерюнгринцу Чайбонову Дугар Терену, награжденному указом президента страны. Также были отмечены волонтеры и преподаватели образовательных организаций района. Ну а главным стало мероприятие всероссийской программы «Мы граждане России». 19 ребят получили важный в жизни документ – первый паспорт. Еще было волнительно, очень сильно. С мамой тряслись, но что-то ждали этот момент. Думали, что опоздаем, как всегда. Вот так. Очень сильно волнительно, но приятно. Что чувствуешь сейчас? Волнение, но уже не такое сильное, когда получала. Компания «Роснефть» оборудовала научно-исследовательскую лабораторию «Цифровое месторождение нефти и газа» в СВФУ. Современное оборудование будет способствовать повышению качества подготовки квалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли и конкурентоспособности молодежи региона на рынке труда. В Якутии работает дочернее предприятие «Роснефти» Таасурях нефтегазодобыча. Подробнее смотрите в сюжете далее. Компания «Роснефть» оборудовала лабораторию цифрового месторождения нефти и газа на базе кафедры недропользования геолого-разведочного факультета. Здесь ежегодно обучаются более 300 студентов, которые решили связать свою жизнь с промышленностью. Главная цель новой лаборатории – совершенствование у студентов профессиональных компетенций по созданию и применению 3D-геологических и гидродинамических моделей месторождений нефти и газа. Здесь мы, допустим, работаем на приложении РНК. Там мы можем видеть в целом строение пласта и как расположены скважины, какие скважины, многозабойные или там, горизонтальные. А вот на самом месторождении, допустим, мы работаем именно по профессии. Допустим, оператор по добыче нефти и газа, он именно ходит по кустам и выполняет свои обязанности. Отбор проб, проведение определенных мероприятий, которые поддержат работу скважин. Лаборатория оснащена программным комплексом научного института Роснефти РН «Башни-Пинефть». Это полномасштабный двойник реального цифрового месторождения, позволяющий проводить мониторинг и моделирование процессов добычи. Применение цифровых месторождений на нефтепромыслах позволяет повысить оперативность и качество принятия управленческих решений. Данная лаборатория, она открывает для студентов большие возможности для развития научно-исследовательской деятельности, для повышения качества образования. Благодаря
о работе на передовых таких программных продуктов у студентов появляется целостное восприятие месторождения, системное мышление о том, как правильно разрабатывать месторождение. Северо-Восточный федеральный университет является вузом-партнером компании «Роснефть» в сфере подготовки квалифицированных кадров по специальностям, востребованным в нефтегазовой отрасли. В Мирнинском политехническом институте нефтяниками создана базовая кафедра «Нефтегазовое дело». Ежегодно более 100 студентов проходят практику на Среднебутовинском нефтегазоконденсатном месторождении дочернего предприятия «Роснефти» ТАСС «Нефтегазодобыча». Знакомство с реальным производством помогает будущим нефтяникам эффективно применять теоретические знания, полученные в стенах университета. Юрий Осипов, Даяна Федорова, Иван Сорокаумов, Якутск. «Сохраним семью для ребенка». Под таким названием в Якутске прошел республиканский форум. Принимает участие более 300 руководителей и специалистов социальной сферы, органов опеки и попечительства с разных уголков республики. На 4-м дне форума 17 социальных учреждений и организаций Якутии презентовали свой опыт работы экспертам. Помимо этого развернулась выставка успешных проектов и практик профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства. По итогам выставки определили лидеров по 6 номинациям. Форум произвел на нас очень хорошее впечатление. Мы увидели много нового. Какие-то вещи берем себе на заметку. Посмотрели сегодня 17 районов, 17 проектов, которые некоторые районы представили очень сильные проекты, которые нас заинтересовали, и будем это использовать в своей работе. В Якутске в центре города открылся второй филиал клиники «Яннамед». Учреждение ориентировано на максимальный комфорт пациентов, в том числе и маломобильных граждан. Для них предусмотрены удобные подъездные пути, пандусы и средства помощи. В штате клиники работают 6 врачей, включая офтальмолога, отоларинголога, пульмонолога, ортопеда, травматолога и эндокринолога. Клиника делает акцент на подборе квалифицированных специалистов, включая административный персонал и медицинский персонал. При поддержке Министерства предпринимательства, да, мы сумели открыть филиал. Наша клиника работает с 2020 года. 4,5 года мы успешно работаем. И клиника наша общепрофильная. У нас все специалисты работают. У нас очень много пациентов сейчас уже набралось, ходят. Да? И надеюсь, что также будем благополучно работать в этом здании. Рейды по выявлению безнадзорных животных в городе Алдане проходят регулярно, однако их эффективность очень низкая. Времени с момента обнаружения собаки до приезда ловцов хватает животному, чтобы существенно сменить локацию. На одном из рейдов побывал Руслан Павлов. Очередной рейд по выявлению безнадзорных собак в городе Алдане не дал результатов, а вот считать их отрицательными или положительными – большой вопрос. Либо все владельцы собак стали законопослушными, либо собаки почувствовали слежку и попрятались. Эффективность этих выездов на самом деле она низкая, потому что сам вопрос с собаками и вся отработка этого вопроса получается так, что даже если взять, мы обнаружили собаку, время того, пока будет совершен выезд, нас поставят в известность и будет совершен выезд по этому заявлению, составляет от получаса до часа. Сами понимаете, собака такое животное непредсказуемое. Где-то запах, где-то еда, где-то что-то, она убежала. И потом это выяснение ее местоположения и дальнейшая обработка – это такой тяжелый процесс. Комиссионные рейды в поисках местонахождения и скопления собак проходят еженедельно. Бригада в составе специалиста администрации, участкового и ветеринарного инспекторов проезжают город по маршруту, который составлен по сигналам граждан о вольно разгуливающих животных. За последний, наверное, месяц, раз второй, третий, лично я участвую в данных мероприятиях по фиксации и возможного отлова бездомных собак. У нас, как правило, сообщение характера на соседскую собаку, сосед на соседскую собаку. В таких случаях мы собираем первоначальный материал административного правонарушения и передаем уже его по подведомственности ветеринарии города Якутска. Сегодняшний рейд не увенчался успехом, но бывают, как говорится, и хлебные дни. В Хатестыр 11 октября ездил.
Там выявлено было нарушений статьи 5.4 «Содержание животных» Кодекса Республики Саха-Якутия об административном правонарушении 7 штук. И на всех них, на 7 граждан было выписаны штрафы. Сегодня, как показывает случай, не обнаружены. Выявление безнадзорных собак – дело общее. Чтобы не бояться ходить по городу и не натыкаться на агрессивных бездомных животных, населению нужно лишь помочь властям города делать свою работу и оперативно сигнализировать о нарушении закона. Руслан Павлов, Александр Лукин, Сергей Шипачев, Алдан. 3 фильма, 3 реальные истории из зоны СВО были показаны в рамках кинофестиваля «Кино на службе Отечества» студентам СВФУ. Подробнее про фестиваль и показы расскажет Вероника Таюрская. Команда фестиваля «Кино на службе Отечеству» второй год путешествует по стране. Документальные фильмы уже посмотрели жители новых регионов России, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Республики Дагестан, Тюмени, Барнаула, Магадана, Южно-Сахалинска и других городов, а также жители Белоруссии, Сирии и Ирана. С 10 декабря команда фестиваля прибывает в городе Якутске. Мы ездим по регионам нашей страны для того, чтобы рассказывать правду о том, что происходит в зоне специальной военной операции. Здесь, в Якутии, мы, разумеется, оставим список фильмов для того, чтобы уже в университетах, на других площадках эти фильмы уже самостоятельно на площадке могли показывать и рассказывать. Здесь все останется, и мы только рады, если те фильмы, те истории, которые мы рассказываем, будут транслироваться и дальше. Авторские фильмы, вошедшие в программу фестиваля, призваны показать реальные истории людей, а также вдохновить молодежь на дальнейшие подвиги. В Якутске всем желающим покажут 3 картины, среди которых и 8-серийная лента «Отцы Донбасса» режиссера Константина Зайцева. Каждая серия – это отдельная история про врачей, про учителей, про военных, про обычных людей, про религию. Съемки проводились по всей территории, скажем так, боевого соприкосновения на Донбассе. Были на всех направлениях. Съемки проводились в течение 3 месяцев в 2023 году. Передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» доказал, что различные направления искусства, среди которых живопись, поэзия, литература и музыка, органично вписались в программу мероприятия. Музыкант Роман Митум уже давно путешествует с командой фестиваля и знакомит людей со своими песнями, написанными в зоне военного присутствия. Сегодня представлю 3 песни. «Лучше нет удачи», «Окраин русская земля» и «Нам не прожить эту жизнь дважды». Все песни, которые я здесь пою, они свои, то есть мною написаны, ну и испытано тоже. Все содержание этих песен мною испытано, проверено, как говорится. До 13 декабря включительно якутяне могут не только посмотреть документальные фильмы о специальной военной операции, но и посетить творческие вечера с участием приглашенных гостей. Сегодня наши федеральные эксперты приехали для того, чтобы показать нам фильмы про служение Отечеству, где герои это не какие-то кинематографические блокбастеры, а они вот среди нас, среди простых людей. И вообще служение Родине начинается не только в подвигах и героизме, а вообще в повседневных делах, в быту. На фестивале уже показали фильмы «Я иду домой» о взятии города Артемовска, «Отважные сестры» и «Отважные про любовь», а также выступили музыкальные исполнители. На очереди встречи команды фестиваля с учащимися и коллективами кадетской школы Центра «Сосновый Бор». Вероника Таюрская, Георгий Григорьев, Якутск. 10 декабря этого года на 87-м году жизни не стала основательницей Якутской фортепианной школы, заслуженного работника культуры Якутии, отличника культуры СССР Марии Ивановны Ивановой. Одна из первых якутских пианисток Мария Иванова родилась 3 января 1948 года в селе Сюля Нюрбинского района. Высшее фортепианное образование получила в Уральской государственной консерватории. С 1964 года работала в Якутском музыкальном училище, а затем в музыкальном колледже имени Жиркова. За годы работы она выпустила более 130 специалистов, многие из которых ныне являются известными музыкантами. Среди них композиторы Полина Иванова, Валерий Шадрин, Николай Михеев, а также пианисты-преподаватели Высшей школы музыки. Прощание состоится в пятницу, 13 декабря.
Предприниматели 17 районов Якутска приняли участие в ежегодной республиканской выставке «Бизнес-Экспо-2024». На выставке был представлен широкий интересный спектр товаров. О том, как проходит выставка в этом году, расскажет мой коллега Александр Хавренко. От якутских ножей и северной рыбы, от кремов из пузыря осетра до свечей из натурального пчелиного воска. Спектр товаров, производимых якутскими предпринимателями, очень широк. Выставка «Бизнес-Экспо» позволяет якутянам в одном месте познакомиться с деятельностью предпринимателей со всей республики. Самое главное, мы берем очень большое вдохновение, потому что мы творцы своей жизни, как говорится. И самое главное, мы знакомимся с разными другими людьми и обменяемся контактами, и также знакомимся со своими потенциальными клиентами. Я родом из Намского района, и у нас, получается, в данное время пасека находится в селе Хатырык Намского улуса. Важно отметить, что большинство производителей непродовольственных товаров стараются сохранить национальные традиции, будь то одежда с национальными узорами или бижутерия из натурального камня или дерева. И, конечно же, на выставке представлен широкий выбор легендарных якутских ножей. Занимаюсь с 2013 года вот, непосредственно уже ковкой и обработкой именно металлов. В основном работаю с сталями 40Х13, 40Х и Х12 МФ. Они считаются нержавеющими сталями, тем самым почти идеальными для кухонной, для универсальной работы и вообще, вот как говорится, в быту. И тем самым они не отдают запах металлов и все остальное, тем самым, что предназначены, большая часть, для повседневного ношения и быта. Выставка «Бизнес-Экспо» проводится с 2010 года, и для десятков предпринимателей это отличная площадка для старта и возможность заявить о себе на всю республику. С каждым годом количество желающих у нас растет, но на сегодняшний день уже в Якутии практически нет помещения, которые бы удовлетворяли потребностям. Очень много предпринимателей хотят принимать участие, поэтому очень необходим экспоцентр, чтобы проводить уже не просто наши якутские выставки, а межрегиональные нужны. Поэтому мы развиваемся, предприниматели в столь сложное время тоже создают рабочие места, создают товары и услуги, которые для народного потребления сегодня необходимы. Выставка «Бизнес-Экспо» – уникальная площадка, где за пару часов можно увидеть практически все, чем занимаются предприниматели Якутии. А для тех, кто еще не придумал, что подарить родным и близким на Новый год, выставка «Бизнес-Экспо» может послужить источником вдохновения. Александр Хавренко, Ниргун Старостин, Якутск. О самых заметных событиях Мирнинского района расскажем в еженедельной подборке новостей от наших коллег. Предлагаю посмотреть. Волчатники обеспечат безопасность жителей отдаленных населенных пунктов Мирнинского района от набегов серых лесных хищников. Активное мероприятие по контролю количества волков в районе началось с этого года. Добычу волков будет стимулировать Департамент сельского хозяйства. В целях регулирования численности хищных животных, наносящих ущерб сельскому хозяйству, и стимулирования охотников по добыче медведя и волка на территории Мирнинского района, у нас на сегодня учреждено положение о выплате вознаграждения за добычу хищных животных. На сегодня идет прием документов от охотников Мирнинского района. Ставка субсидий на волка и медведя 10 тысяч рублей. В движении первых активно развивается семейное сообщество «Родные и любимые», где родители совместно с детьми принимают участие в мероприятиях, акциях и проектах. В сообществе родители делятся своим опытом и вместе ищут ответы на проблемные вопросы воспитания, вносят свой вклад в развитие движения первых. Все то, что помогает родителям найти точки соприкосновения со своими детьми, найти что-то общее. Вот у нас актив движения первых провели мастер-классы, которые сами придумали, пригласили своих родителей для участия в этом. И возможность увидеть родителям и ребятам то, насколько можно проявить себя, сколько можно классно, интересно проводить время с движением первых, с нашими проектами. И вот форум «Родные и любимые» как раз проведен был с этой целью.
Творческая семья Людмилы и Юрия Зиненко представили персональную выставку «Сделано в Мирном». Деятельность супругов берет начало с 80-х. Тогда молодая семья проживала в поселке Айхал. Людмила работает со стеклом в технике фьюзинг и Тиффани, а Юрий искусно воплощает в жизнь технические решения в декоративно-прикладных формах. Это и часы, и светильники, рамы на зеркала, витражи. Оба пишут картины масла, а украшения из бивня мамонта Юрия Зиненко 2 года простояли в Эрмитаже. Что касаемо планов на будущее, вот это одно окно. Вот это форточка, а вот это глухое окно. Это мы на дачу делаем окно. Вот летом будет работать предприятие «Северные окна». Мы привозим витражи, они ставят в пластиковые рамы. Мы это пластиковое окно ставим на дачу. Ну, Люся по этому поводу шутит, что денег на занавесок не хватает, так мы витражи сделали. В эти дни в Мирном пройдет открытый турнир по боксу среди юниоров на призы заслуженного тренера РСФСР Радия Бугашеева. Биография Радия Владимировича тесно связана с городом Мирным. Показателем высокого результата как тренера являются достижения его учеников. Не одно поколение школьников города Мирного входили и входят в состав команды республики. Ученики Радия Владимировича добивались высоких побед не только на российском и республиканском уровнях, но и на международном. Самая титулованная баскетболистка Анна Лешковцева провела семинары для юных спортсменов. В течение недели она делилась секретами построения тренировок, а также навыками быстрого и позиционного нападения. В спортивном комплексе «Стерх» Анна показала основы баскетбола 3х3 и 5х5. Заслуженный мастер спорта провела мастер-класс и по различным техникам бросков. Напомню, Анна Лешковцева – чемпионка Европы и мира по баскетболу 3х3. Мой визит был направлен на то, что передать свой опыт в особенности в игре 3х3, как правильно строить тренировки, какие-то, может быть, правила подсказать ребятам. Семинар как раз направленный на тренировочный процесс, как лучше подготовиться к соревнованиям, какие упражнения можно включить, потому что немного есть различия от классического баскетбола. В столице республики состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему вечеру профессионального бокса «Вызов Севера», который состоится уже в ближайшие выходные. Мероприятие объединило журналистов, поклонников бокса и представителей спортивной общественности, которые с нетерпением ожидали подробностей о предстоящих поединках. Вечер включает 7 бескомпромиссных зрелищных поединков и бой за титул чемпиона. Один из главных боев вечера — в последний раз перед родными болельщиками выступит вице-чемпион мира, участник Олимпийских игр Василий Егоров. Также зрители увидят 2 титульных боя с участием якутян Петра Васильева и Михаила Варламова против боксеров из других стран. Спортсмены практически все приехали, у нас 2 титульных боя. Варламов, местный боксер, боксирует за титул стран Содружества с представителем Танзании. И, соответственно, Васильев Петр дерется за титул чемпиона России с местным бойцом Ахмедовым. Соперник достаточно серьезный, хороший, опытный. Пока раскрывать все тайны не будем, так как мы готовились под него. Он сам левша, из далеких Филиппин. У него больше боев на профессиональном ринге, чем у меня. Поэтому посмотрим, ринг покажет. Я настрою, я спокоен. И то настрой только на победу. С прицелом на спорт высших достижений в Якутске стартовал республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2008-2010 годов рождения. Оспорить медали на ковры училища Олимпийского резерва вышли порядка 200 спортсменов. Тему продолжит Дарья Короленкова. Несмотря на юный возраст участников, зрители стали свидетелями искрометной и зрелой борьбы. Спортсмены на протяжении всего отведенного времени яростно бились за каждый балл. У каждого участника есть свои любимые приемы и кумиры. Меня привел отец в этот спорт. И я в детстве смотрел Виктора Лебедева и
из-за этого сюда пришел. Все хотят в сборную попасть, чтобы показать себя, чтобы побороться на Дальневосточном федеральном округе и на России. Я люблю проходить боковую ногу. Это мой любимый проход. И потому что мне так удобно и легко забрать балл. В турнире принимают участие 189 юных борцов из 13 районов Якутии, представляющие различные спортивные школы и клубы. Они будут соревноваться в 13 весовых категориях от 30 до 100 килограмм, что обеспечит жесткую и интересную борьбу. Это уже маститы, уже на уровне кандидатов мастеров спорта, и мастеров спорта ребята борются по мастерству, по подготовленности. Уже серьезно занимаются 4-й, 5-й, 6-й, 7-й. Есть дети, которые даже больше, около 10 лет, которые систематически занимаются. Спортивная школа, дюш. Вот так. Результаты соревнований будут играть ключевую роль в формировании сборной команды Якутии для участия в будущих региональных и всероссийских соревнованиях. Это шанс для молодых борцов проявить себя и показать свои лучшие результаты, заявив о себе как о перспективных спортсменах. Дарья Короленкова, Виктор Дичковский, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Встретимся в эфире.